أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Спасибо вам за то, что пришли сюда. Мы поздравляем Всевышнего Аллаха, поблагодарим Всевышнего Аллаха за то, что дал нам возможность вот так собраться вместе для восхваления пророка, алейхиссалам, упоминания Всевышнего Аллаха. Раби'уль Аваль, месяц, который родился в нем наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Мы хотим получить баракат, шафаат от нашего пророка, любимца Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Дай Аллаху Та'ала, чтобы наш маджлис Аллах Та'ала сделал таким, из тех людей нас тоже сделал, таких, которых мы любим пророка, алейхиссалам. И для этого, которых мы собрались, восхвалить пророка, алейхиссалам, говорит его жизни, говорит его амалах, деяниях, и для чего, и для кого, и когда был отправлен к нам Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И мы сами тоже знали, для чего мы живем, и что мы должны делать, что Аллах Та'ала нам сделал амру, приказ, и за кем надо нам следовать. Это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, приказ Всевышнего Аллаха, который был ниспослан нам Коран, и в Кораном как раз таки все и завершается, все книги, и наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, хатамуль амбия, печать для всех пророков. Альхамдулиллах, что мы мусульмане, альхамдулиллах, мы из уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Самым лучшим сотворением Аллах Та'ала сделал человека, даже над ангелами, только знаниями и деяниями нашими. Какие знания у нас должны быть и какие деяния у нас должны быть, этому нас учил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Для открытия нашего маджлиса, вот у нас сегодня здесь собрались, как говорится, Хасавюртовского района, все жители, это подарок от администрации Хасавюртовского района и исламского образования, отдел да'вата, просвещения Хасавюртовского района, со всеми вместе было организовано для своего района такое мероприятие. К нам очень много гостей тоже приехали, с администрации, от других городов, и имамы, алимы, очень много у нас гостей. И для начала нашего мероприятия мы хотели бы открыть наше мероприятие с чтением Корана. Для этого тоже к нам приехал гости, наш брат, младший брат, который человек взял в мире первое место по чтению Корана, чтением, красивым чтением, и еще наизусть выучил весь Коран, 30 джузов. Этот парень к нам в гости приехал, уважая нас всех, зная, что Коран это самое ценное, он тоже выучил в своем же возрасте. Просим, Билал Асхаб. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Маша Аллах, Билял Асхаб, дай Аллах тебе умру, здоровье, истикама, чтобы так ты выучил весь Коран наизусть, но также мог выучить все хадисы нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аллаху Акбар. Желательно было бы, когда мы будем произносить имя Мухаммада, или когда мы будем говорить пророк, что все за этим говорили, или саллаллаху алейхи вассалям, или алейхи салям, или Аллахума салли аля сайидна Мухаммади ва аля али сайидна Мухаммади вассалям. Почему? Потому что наша цель восхвалить пророка алейхиссалам. Мавлид это как раз таки восхваление, чтение салавата пророку алейхиссалам. Аллаху Акбар. Как мы знаем, в каждом городе, в каждом районе, в каждом селе бывают имамы. Те люди, которые избранные, Аллаху Та'ала одного из нас избирает и ставит предводителем города, района, села. Это человек, который берет ответственность всего, то, что который он делает, или города, за весь джамаат, который должен отвечать. Как мы знаем, глава администрации города бывает, который отвечает все коммуникальные, другие люди, которые связаны с светским жизнью человека, которые дела, также духовной стороны, наставление людей на истинный путь. Для этого Аллах отправляет имамов. Имам это человек, который даже, который у нас нету такое поручение, которое мы не можем за себя тоже отвечать, это человек, который отвечает за всех нас. Даже в намазе человек, если опоздал на ракаат, если он опоздал на чтение алхама, за имамом успели на руку, это алхам тоже имам на себя берет. Это человек, который за это отвечает. Аллах Та'ала дал ему такую возможность и избрал из нас таких людей, которые бывают имамами. Это человек, который даже те функции, которые у нас нету, функции даже выдавать наших дочерей замуж, только имам, который имеет право. К нам в гости как раз таки один старший организатор нашего мероприятия, Раджаб Хаджи, это человек, который сделал очень много работы для района. Он как раз таки был назначен муфтием нашей республики, Ахмад Хаджи, как он отвечал за всех имамов, чтобы он контролировал та сторона, которая нам необходима, духовная сторона. Мы знаем, у нас есть тело, а чтобы тело нормально работало, должна и душа, рух, духовная сторона. Для этого Аллах Та'ала избрал Раджаба и поставил этим. Мы хотели бы дать слово, а имамы, как имам будет рассказывать нам, что надо делать, как делать, если пробует маленький имама. Раджаб Хаджи. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Я приветствую всех вас самыми дорогими словами Всевышнего Аллаха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы сегодня собрались в этом прекрасном зале, чтобы отметить месяц рождения самого лучшего из творения Всевышнего Аллаха, ради которого был создан этот бренный мир и все, что находится в этом мире. Как я вижу, в этом зале собрались все, кто любят и чтят нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. Как мы знаем, даже враги ислама не могут отрицать достоинство и превосходство нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и чистоту ислама. Как известно, как общеизвестно, целью человеческой жизни на этом свете является познание нашего Создателя. Его невозможно постичь без познания и любви благодарному пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляма, ибо он является образцом для подражания для всего человечества, даже для ангелов и джиннов. А чтобы познать нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, необходимо иметь о нем истинные знания, истинный илм и изучать его жизни и его деятельности. Именно ради этого мусульмане, верующие и чтящие пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, чаще всего стараются проводить благочестивые мавлиди. Я думаю, уже во многих семьях и селах уже проведены
Мавлиды в честь этого месяца. Но мы сегодня собрались из разных сел, разных национальностей, для того, чтобы провести мавлид на районном масштабе. Хочу привести изречение нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, который подтверждающий правоту и пользу проведения таких мавлидов. В хадите говорится: «Ла яб'атанна Аллаху акваман яумал кияма фи вуджухихимун нур ва хум аля манабири лю'лю'i». Всевышний Аллах непременно поднимет людей в судный день, в их лица будут озарены светом нура, ва хум аля манабири лю'лю'i, и они будут находиться в жемчужных минаретах. Вот это время один араб стал на колени и начал спросить: «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, сифхум лана, расскажите нам о этих людях, кто же они такие?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Хумуль мутахабуна филлах», эти люди, полюбившие друг друга ради Всевышнего Аллаха, которые собрались из разных сел, разных родов и племен для того, чтобы поминать Всевышнего Аллаха и восхваление Всевышнего Аллаха. И эти люди не являются пророками и шахидами, а другие люди будут испытывать к ним белую зависть. Вот здесь я хочу просить Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах записал всех тех, которые сегодня пришли, которые принимают участие в этом мавлиде, чтобы Всевышний Аллах записал их в числе тех людей, о которых упоминается в священном хадите пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И поскольку у нас очень программа насыщенная и очень интересная, я теперь даю слово следующим участникам нашего мавлида. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Наш пророк Мухаммад родился в понедельник, 20 апреля, 12 Рабиуль Аваль, в 571 году по Григорианскому календарю. В роду Хашима из племени Курайшитов, отца его звали Абдуллах, мать Амина. Отец пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, умер в возрасте 25 лет, пока еще не родился его сын Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Мать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, умерла, когда сыну не было еще 6 лет. 2 года после ее смерти Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, жил со своим дедом Абдул-Муталиб. Когда ему исполнилось 8 лет, умер и дед, после того, как себе взял воспитывать дядя его со стороны Абу-Талиб. После этого наш пророк, алейхиссалам, воспитывался воспитанием Всевышнего Аллаха. И мы знаем, наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, родился в племени Курайшитов, араб, язык на арабском, Коран был ниспослан на арабском языке, и он еще говорил, язык в раю будет арабский. Мы хотели бы начинание нашего мавлида, чтобы было первый мавлид на арабском языке. Мы даем слово нашему имаму Селени Тимир Аул Мухаммад Хаджи. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أشرق البدر علينا فارتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين
يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر. بارك الله. Имам Мухаммад Хаджи. Маулид. Что такое маулид? Мы только знаем, это собрать людей, которые пришли, которые читают. А достоинства маулида очень много. Для чего маулид читается? Как ее читают? Кто должен читать? Как мы должны себя там вести? Какие адабы мы должны показать в маулиде? Что после маулида бывает? Во время маулида бывает? Такие очень много достоинства Аллах Та'ala нам дал маулида. Это восхваление пророка, алейхиссалам. Мы хотели бы сейчас дать слово имаму, тоже Хазрату он из села Петраковск, Мухаммад Хаджи, рассказать о достоинстве маулида. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаламу аля Расули Мухаммад ва аля али ва асхаби аджмаин. Амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, дорогие гости. Пусть Всевышний Аллах украсит наш этот маджлис, и спошлет на нас всех свою милость, шафаат своего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, самого лучшего из человечества, баракат всех святых людей, ашьяху, аулияу. Пусть Всевышний Аллах ни на миг нас не оставит, ни на секунду не бросит нас, не отделит нас от своей милости. Это самое главное. Пророк саллаллаху алейхи вассалям всегда просил: о Аллах, ни на миг не оставляй меня без своей милости. Я, говорит, все смогу стерпеть, все горести, все печали, все трудности, переживания, но ни на миг не бросай меня, не оставляй без твоей милости. И вот пророк саллаллаху алейхи вассалям на подступах к Медине, люди его ждут с нетерпением, женщины, мужчины, все собрались. Женщины, молодые девушки поднимаются на крыши домов, все ждут с нетерпением. И вот, наконец, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, появился на горизонте. И все радостно начали петь. Вот, недавно спетый маулид «Ада аль-Бадру алейни». Аллаху Акбар! Это была самая великая радость для всех мусульман. Говоря о достоинствах маулида, Ибн Хаджар аль-Аскалани, один из выдающихся комментаторов Сахих аль-Бухари, ссылаясь на него, и Ибн Джалалуддин ас-Суюти, они говорили о превосходстве маулида, говорили о необходимости проведения маулидов. В частности, Ибн Хаджар аль-Аскалани, он, ссылаясь на хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда пророк прибыл в Медину, он обнаружил, что иудеи соблюдают пост в день Ашура, 10-й день Ашура. И он спросил людей, у асхаба спрашивает, по какому поводу эти люди соблюдают пост этот день? Ему отвечают, в этот день Всевышний Аллах освободил, спас Мусу, алейхиссалям, и его народ от погони фараона, потопил фараона. И они в знак благодарности Всевышнему Аллаху соблюдают пост в этот день. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мы более достойны Мусы, чем они. И с тех пор он сделал сунной соблюдать пост в 10-й день месяца Ашура. Ибн Хаджар аль-Аскалани, рахималлаху та'аля, говорит, данный хадис является доказательством для проведения маулида. Именно данный хадис, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проявил благодарность Всевышнему Аллаху за то, что Всевышний Аллах проявил свою милость в определенный какой-то момент. И Ибн Хаджар аль-Аскалани подтвердил
что необходимо провести молитву, полагаясь на этот довод. Абу Бакр, ради Аллаху анху, говорил: если бы, говорит, у меня был дирхам, то тот, кто потратит 1 дирхам на проведение мавлида, тот будет со мной в раю, сказал Абу Бакр, ради Аллаху анху. Умар, ради Аллаху анху, тоже сказал: тот, кто возвысит мавлид, поучаствует на мавлиде, тот человек является из числа тех людей, который оживил веру. Действительно, это оживление веры. У нас мораль поднимается, дух поднимается. Мы вспоминаем то, что позабыли, когда присутствуем на мавлиде. Усман, ради Аллаху анху, говорил: тот, кто потратит 1 дирхам на мавлид, этот человек подобен участнику при битве Бадра и при битве Хунайн. Он получает столько же вознаграждения. Али, ради Аллаху анху, говорил о достоинстве мавлида: тот человек, который потратит дирхам или же свои средства на проведение мавлида, тот человек не покинет этот мир без веры в сердце. Пусть Всевышний Аллах сохранит нашу веру в наших сердцах до конца наших дней. Хуснул хатим, пусть наделит Аллах нас хуснул хатима, чего желали все ученые, все алимы, все садафу салих. Всегда надо бояться плохого конца, потери имана. Всегда надо просить у Аллаха, чтобы Аллах сохранил нам иман. А для сохранения имана, дорогие братья и сестры, много причин. То надо соблюдать то, что нам велено соблюдать Всевышнему Аллаху, следовать Его заповедям, следовать суннату пророка, саллаллаху алейхи вассалям, любить нашего пророка. Именно вот искренняя любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спасет нас. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проводил свою проповедь, один араб крикнул: о пророк, когда судный день, когда конец света? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: а что ты приготовил для этого дня? И тот ответил: у меня не так уж много молитв и не так уж много постов, однако я люблю Всевышнего Аллаха и Его пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ты вместе с тем, кого ты любишь. Пусть Всевышний Аллах сделает нас вместе с Его любимцем пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Пусть Всевышний Аллах всех нас одарит своей милостью. Пусть Всевышний Аллах объединит наши сердца. Пусть Всевышний Аллах отдалит от наших сердец эту черствость. Пусть укрепит нашу братскую любовь, повысит нашу мораль, взаимоуважение. И пусть примет этот наш скромный амаль, наше деяние. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаху Акбар. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, родившийся среди сынов пророка Адама, алейхиссалам, но раньше нура которого не появилось ничего, родившийся для создания зара всех остальных людей, любимец всех людей и самого Аллаха, любить его он сделал обязательностью нашей. Мы хотим дать слово, который к нам приехал в гости, Мухаммад Бек из Дилыма, который читает мавлид на арабском языке. Wa
أما سلف من أمتي فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابتي. Аллаху Акбар, Маша Аллах. Это новое поколение, которое начинается группа Дилым. Аллаху Акбар. Салават пророку, алейхиссалам, настолько ценный, что и Аллах сам возносит его. Давайте и мы вознесем салават нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Группа Нуруль Иршад. Маулид на кумыкском языке. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Uzun kısada tugul orta boylulu özü Kızıl batış ak dedi eludum gerek yüzü. Geyledim ağlayı açılgan kaş arası Sözü daim hak edim bolsa da maskarası. Yavrunu yası gel gel çolpan kara gen gözlü Telitil eri Davuz Kur'an tayfasın sözü. Kara sakal gen avuz dişleri sirkeli Kılıç burulu bulu ortası bilgedi. Mevla'ya salli ve sellim daiman abadan ala habibike hayril halqi kullihim. Ulu başta olgan akıl gel gelgen köregi Kovu yalçal bolsa da korkumaygan yürekli. Eru erkin kılığı yirmi şakta biatı Güldey açık yüzünü gülüp durma sıfatı. İlgide yavru kalır ortasında mührü Hak peygamber olmağın bayan edilir. Uzun parmağın gen ayağı kalın su edir kolu. Yamanlıkta da karşı yaxşılık ediyor. Mevla'ya salli ve sellim daiman abadan ala habibike hayril halqi kullihim. Öktemlik gözemellik yoksa dedi Resul'da uzru getirse kişi teze dedi kabula. Tanrısız işler bolan yok edemez kulluğu. Tengirisimden korkut halis edi kulluğu. Gençliğe ayıp etip yok edi uğraşmağı. Fakir miskinlerim dolar kövenip oluşmağı. İzlemeyeldi Resul gençine ayıpların sakavallık etedin. Bilip etegen yerin Mevla'ya salli ve sellim daiman abadan ala habibike hayril halqi kullihim. Mevla'ya salli ve sellim daiman abadan ala habibike hayril halqi kullihim. Mevla'ya salli ve sellim daiman abadan ala habibike hayril halqi kullihim. Allahümme salli
صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, в рай войдет только тот, кто смиренен к моему величию, кто целый день проводит в поминании меня, и тот, кто воздерживается ради меня от страстей. Я даю приют чужому, обеспечиваю бедного и возвеличиваю сироту. Я буду для него больше, чем милосердный отец, а для вдов больше, чем нежный, сострадательный муж. В ком найдутся такие качества, я буду внимать его мольбе. Когда он будет взывать ко мне, я отвечу ему, и если он будет просить меня, я одарю его». К нам в гости приехал человек, который, уважая нас, которые пришли к нам, читать нам маулид. Среди них есть, можно сказать, среди нас всех, который самый взрослый человек. Это человек, который, любя пророка, алейхиссалам, всегда, который восхвалял пророка. Это человек, который нес с аэропорта до центральной мечети Грозного волосы пророка, алейхиссалам, нес чашу, которую принесли в Грозный, которая была чаша пророка, алейхиссалам, который пил пророка воду оттуда. Этот человек, уважая нас, уважая маулид, любя пророка, алейхиссалам, пришел поделиться с нами сюда. Они хотят нам читать маулид на чеченском языке. Аллаху Акбар. Whoa!
ведущий, это голос пророка с бороды, чашу пророка, президент, глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович Кадиров, уважая мусульман, уважая Седину Абдулла Хаджи. Такбир! Такбир! Баракаллах всем организаторам, администрации района и всем, кто принял участие в организации этого мавлида. Маша Аллах, дай Аллах вам еще 100 лет жизни, Абдулла Хаджи, чтобы вы учили детей любви к пророку, алейхиссалам, чтобы вы оставили баракат нам тоже, чтобы всегда нас сопровождало довольствие Всевышнего Аллаха. Аминь. Салават сжигает и козни шайтана, как ветер, преследующий совершившего ибадат. Мы хотели бы дать слово имаму один из поселков города Хасавюрта Петли, Мухаммад Хаджи, рассказать нам достоинстве салавата, достоинстве маулида, ибадат, проповедь. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, мы знаем, Всевышний Аллах в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, вама арсалнака илля рахматан лил аламин, что посланник Аллаха послан как милость для миров. Там не сказано, что он послан как милость не только для мусульман. Сказано рахматан лил аламин. Когда имеется в виду аламин, это означает все сущее на земле, все сущее, которое Всевышний Аллах сотворил. Я Сайиди, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, который даже в утробе матери говорил про свою умму. Я Сайиди, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, который всю свою жизнь посвятил ради своей уммы. Я Сайиди, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, который, когда даже уходил из этого бренного мира, последними словами, которые были уммати, уммати. Али ради Аллаху анху, когда посланник Аллаха покидал этот мир, он говорил, Али говорил, посланник Аллаха хотел в конце сказать что-то и шепнул губами. Я, говорит, приблизил свое ухо кончиком губ посланника Аллаха, и он в порыве последнего вздоха говорил: уммати, уммати. Когда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, Всевышний Аллах первым, когда из человечества оживил посланника, саллаллаху алейхи вассалям, когда Всевышний Аллах вселил ему душу, и когда он увидел рядом с собой больших ангелов, первыми словами его были: о Джибриль, что с моей уммой? Как моя умма? Когда в день суда, я Сайиди, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, когда в день суда даже ангелы, даже пророки говорили про свой нафс, говорили нафси, нафси, и когда все подошли к этим пророкам, они показали нашего посланника, саллаллаху алейхи вассаляма, когда вот такое самое тяжелое время, когда другие пророки говорили про свой нафс, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, пошел перед Всевышним Аллахом, на сужде просил, чтобы Всевышний Аллах дозволил ему, дал ему шафаат, и даже там заботиться о своей умме. Я Сайиди, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, которые сподвижники были отдать свою жизнь за него. Был сподвижник при битве при Ухуде. У него, говорит, на теле было 70 ран с лицевой стороны, защищая посланника Аллаха. О посланник Аллаха, я Сайиди, я Расуль Аллах, который дал всему человечеству свет после тьмы. Я Сайиди, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, дай тауфик Всевышний Аллах, чтобы мы уважали такого посланника, ради которого Всевышний Аллах создал весь этот мир и все, что в нем находится. Поэтому, уважаемые братья и сестры, мы видим, каким был посланник Аллаха. Он был примером для всего человечества. Как сподвижники его любили, как он старался для нас. Однажды в Таифе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, делая дават,
когда никто его не слушал, они послали своих детей, чтобы там бросать камушки на пути, где шел посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Огорченный этим, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сидел и обращался к Всевышнему Аллаху. О Аллах, ты видишь, как стараюсь я, но они не отвечают. И он тот посланник Аллаха, которому Всевышний Аллах отправил ангела. И сказал, ангел ему сказал, Всевышний Аллах говорит, мне дал разрешение, чтобы вот эти горы сыпались на этот город. Посланник Аллаха, естественно, был рахматом, милостью, и он сказал, я думаю, что когда-нибудь из этого города выйдут те, которые будут уверовать Всевышнего Аллаха и его посланника. Я Саиди, я Расулаллах, о посланник Аллаха, когда в Ухуде был убит его дядя Хамза, как тяжело ему было. Он, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, мы знаем, что это сделала Хинд, она наняла Вахши, чтобы убить дядю пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а посланник Аллаха, когда взял Мекку и простил даже ее. Каким милостливым он был, каким примерным он был для всего человечества. Поэтому, уважаемые братья и сестры, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, оставил после себя своих праведных халифов Абу Бакр, Умар, Усман, Али, после них табиинов, после них салафу салихунов, после них имамов, после них он оставил своих последователей, которые являются варататуль амбия. И Всевышний Аллах возвеличил нашу землю Дагестана. Мы знаем, имам Шамиль, рахимахуллах, здесь были большие алимы, здесь были муфтии, которые были в Мекке и в Медине. И по милости Всевышнего Аллаха, мы знаем, что последователи Всевышнего Аллаха, они всегда будут до появления имама Махди, алейхиссалям. Об этом и говорится в книгах. Поэтому хвала Всевышнему Аллаху, которым сохранил в Дагестане истинный тарикат, сохранил в Дагестане истинную ильму, сохранил в Дагестане истинный ислам и его последователи, которые стараются максимально отдавая всю свою жизнь, всю свою наготу, чтобы в Дагестане процветал ислам, чтобы в Дагестане был мир, чтобы в Дагестане было единение и единство. И мы знаем, что до появления Махди, алейхиссалям, осталось немного времени, и будем следовать за ними, следовать за истиной, и за нами будет победа. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Настолько ценный, что и Аллах сам возносит его. Давайте и мы вознесем салават нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что и произносить легко, и ценится очень высоко, что равное ему не найти даже взамен всему миру. Маулид на аварском языке группа Салатавия. مكة شهر غراب قرقينا بمطر كنثي كينا زيقو حق ثراب مرحبا شهر ربيع شفاعة زوط البان دنيا العالم بخرا بكى خيري بإتني أحمد هاور بصردا ثم الحمد لله درلا زوث مرتدا دائما بصلاة صلاة رسول صلاة خلدي صدر بطن بقفكي قدرتون ترسي قاسي شهري معتدكي ترأح وترسدي حدق مرعشي قسدي عالخم جل أرقرسدي باقن قلب تبجون ويدف جاوب دورسي بيدي زيني تتاقي عاشق بصلاة صلاة خيري يا أحمدي دي أهل أصحاب ذبدي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما بأبديا صلاة سلامة الله خلق خيريا ترحى بالأحمدنا يا جردين العين ضيع الله قرباني الله صحب خلق الدين كاملا أنا هلغتي طلق دنيا لقون غراب ترون ربك نجباني جاغو تاركينا أن سرعات كفور أزنا زبر العشق
روز أوجنا جوجح محقلام حقك نضيع الله بيجي عور الخير في بوغو خالق صوزات ودي فرد وبرخن وكرم ما كاين خلو ترجمان توقي دومسا نجريخو بكى ربيع الأول أحمد هاور بشهرو بكى خيري يبئتني أمة بخار بصرغو صلاة دي أورك الله صلوات أولي سلام دودي يا سيد مرسلين زخال بتاج مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبديا صلاة سلام خير الله خلق خلق خيريا طر حبيب أحمد دا آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله باب الله بدرهم. Аллаху Акбар. Сказано от Абу-Бакра асхаба рази Аллаху анху, что человек, пожертвовавший хотя бы 1 дирхам на маулид, будет его другом в ценном раю. Да вознаградит Аллах нас его дружбой. Мы сейчас слово даем имаму Баматюрта Висраил Хаджи. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дай Аллах, чтобы наш маджлис сделал баракатным и хотя бы ради нашего маджлиса в судный день Аллах нам дал бы шафаат нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Поистине, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в своем хадисе: поистине обращение к людям с добрыми словами непременно позволит вам заслужить мое прощение. То есть, если мы будем обращаться с людьми вежливо, мягко, обращаться с иманом, без высокомерия, то Аллах нам дает прощение в судный день. В другом хадисе пророк, алейхиссалату говорит: клянусь тем, чья драни моя душа, не войдете вы в рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока не станете любить друг друга. То есть, не будет у нас имана, если мы не будем любить друг друга. Потом пророк, алейхиссалату спрашивает: а не хотите ли, чтобы я указал вам то, что приведет нас к любви, к иману после этого, после нашего любви? И сам же отвечает, алейхиссалам: распространяйте между собой салам. То есть, например, ассаламу алейкум, это обозначает в переводе мир вам. В другом хадисе приводится: если два мусульмана встретятся, пожмут друг другу руки и воздадут хвалу Аллаха, то они расстанутся, будучи безгрешными. То есть Аллах очистит их от их грехов. Еще в хадисе пророк, алейхиссалам, говорит, приводит слова Аллаха, азза ва джалл: я обязательно полюблю тех, кто полюбит друг друга ради меня. То есть те, которые полюбили друг друга ради Аллаха. А для тех, кто полюбил друг друга ради Аллаха, то есть будет милостив друг к другу, я вознесу для них в судный день мимбары из света. И они будут на этих мимбарах, даже пророки и павшие за веру будут им завидовать. То есть это нам говорит о том, что не лучше бы нам лучше распространять салам, лучше распространять доброе, хорошее, укреплять наши узы, не различаясь на нации и другие конфессии, чем убивать друг друга. Лучше нам распространять салам и быть добрыми друг к другу. Поистине, в день воскресения Аллах азза ва джалл скажет: где любящие друг друга ради меня, то есть Аллах. Для тех, кто любит меня, ради меня, говорит Аллах азза ва джалл, сегодня в такой день, когда не будет тени другой, кроме моей тени, я его укрою своей тенью, говорит азза ва джалл. Пусть тот, кто желает ощутить вкус веры, полюбит какого-нибудь другого человека, то есть будет добрым с другим человеком.
Еще в других хадисах приводится, Аллах будет помогать людям, пока те помогают друг другу. То есть будут помогать, будут как стена друг за другом. Приводится очень много хадисов, которые говорят, что мы должны быть друг другом как плечо к плечу. Масала, аль-му'мину лиль-му'мин кагулян яшудду ба'даху ба'да. Мусульманин со своим другим мусульманином, со своим братом должен как строение, например, строение держит, одна стена держит другую стену, стены держат крышу. Точно так же мусульмане должны быть по отношению друг к другу, помогать и в созидании. А в другом хадисе приводится: «Шарару ибаду машауна бин намима муфаракуна байна ахибба». Самые плохие из рабов Аллаха те, которые ходят, доносят от одного человека к другому, клевету разные, и ссорят этих людей между собой. Еще в хадисе приводится: «Аль-муслим ахал муслим», мусульманин, брат мусульманина, ла язлимуху, и мусульманин не будет причинить зла зулму мусульманину. «Инна Аллах кад харама аля аль-му'мин, мин аль-му'мин дамуху ва малуху ва ирдуху». В другом хадисе приводится: Аллах сделал харамом кровь мусульманина, его имущество. А кроме того, не то что кровь и имущество, еще говорится в приложении: даже думать о человеке плохое. То есть даже думать о человеке плохое, что он вот такой, что он высокомерный, что он нечист сердцем. Вот даже такие мысли у нас в душе, значит, это грех. Пророк, алейхиссалам, приводит пример, как должны быть мусульмане. И в своем хадисе он говорит: «Масалу ахвайн, масалу едейни, тасу ахадахума аля ухра». Одна рука не может мыть саму себя, поэтому мусульмане должны быть как две руки. Одна рука моет другую руку, очищает ее, оберегает. Еще в хадисе пророка, алейхиссалам, говорит: «Не уверовал из вас тот, кто не желает своему брату того, что он желает самому себе». То есть эти все хадисы говорят нам о том, что мы, все мусульмане, не имеем права делиться на разные национальности, на разные конфессии. Мы все должны быть как один. Для того, чтобы быть из умма Мухаммада, алейхиссалам, а для чего мы должны стараться быть из уммата Мухаммада, алейхиссалам? Чтобы достичь, чтобы быть достойным в судный день перед Аллахом, шафаата Мухаммада, алейхиссалам. В одном из хадисов, в книгах говорится: в один день Мухаммад, алейхиссалам, со своими сподвижниками спускался с горы Ухуд, где были похоронены асхабы, разделал та'ала анхум. Потом, когда они возвращались оттуда, Мухаммад, алейхиссалам, заплакал, говорят. Потом асхабы спросили его: «Я Расулуллах, что с тобой? Что тебя так опечалило? Из-за чего ты плачешь?» Потом посланник Аллаха ответил им: «Я тоскую по своим братьям», сказал он. Тогда асхабы спросили: «Я Расулуллах, а разве мы тебе не братья?» Как это они спросили? Потом посланник ответил им: «Вы мои асхабы, мои сподвижники, мои братья, те, которые будут после меня, после того, как я уйду из этого мира». То есть, которые собираются, читают маулиды, восславляют Мухаммада, алейхиссалам. Дай Аллах, чтобы мы в судный день были под лива аль-хамд с нашим Мухаммадом, алейхиссалам. И дай Аллах, чтобы мы были достойны шафаата Мухаммада, алейхиссалам, и друзья нашего ауляа. К нам пришли гости, группа Хайрат. Вижу среди них самый младший, наверное, в нашем зале человек. Идемте, пожалуйста, сюда, группа Хайрат. Они будут читать стих на русском языке. Аллах – наше главное слово, верою наполняет наши сердца, и сладкую сонну пробуждаясь и пробуждаясь зарею. Бисмиллях я говорю, когда я ем, когда я пью, или читаю книгу, или в школу на урок иду, или с друзьями играю. Бисмиллях я вновь повторяю, повторять мой язык не устаю. Когда шепчу я бисмиллях, к Всевышнему Творцу я обращаюсь. Чувствую силу сердца моем. Веди меня, Аллах, прямым путем. Аминь. Аллах сутки для нас создал, 23 часа подарок дал. Аллах сутки для нас создал,
23 часа подарок дал, и один всего лишь час. Он молитву ждет от нас, и один всего лишь час. Он молитву ждет от нас. 5 раз в день всего лишь час. 5 раз в день всего лишь час. Это мило лишь для нас. Это мило лишь для нас. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Allah любит без границ, упадет крыльям границ. Allah любит без границ, упадет крыльям границ. Час молитвы посвяти, войди, прекрасный ты войди. Час молитвы посвяти, рай прекрасный ты войди. 5 раз в день всего лишь час. 5 раз в день всего лишь час. Это мило лишь для нас. Это мило лишь для нас. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Про намаз пророк сказал, ключ от рая Бог вам дал. Про намаз пророк сказал, ключ от рая Бог нам дал. Ведь молитва свет очей, вера крепнет только с ней. Ведь молитва свет очей, вера крепнет только с ней. 5 раз в день всего лишь час. 5 раз в день всего лишь час. Это мило лишь для нас. Это мило лишь для нас. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. الله أكبر الله أكبر. Аллаху Акбар, Маша Аллах, Маша Аллах. Дай Аллаху Та'ала, чтобы вы были из тех людей, которые будут вести ислам за собой в свое время. Маша Аллах, дай Аллах, чтобы хорошие мутаалимами стали. Мы сейчас хотели бы дать слово нашему брату, который приехал нам в гости, читать маулид на даргинском языке. Мухаммад Хабиб. Аллаху Аллах я Аллах, Аллаху Аллах я Аллах, Аллаху Аллах я Аллах, шафаат я Расул Аллах. Аллаху Аллах я Аллах, Аллаху Аллах я Аллах, Аллаху Аллах я Аллах, شفاعت يا رسول الله. آخر زمان الله خلق دنيا لك قريبور وإن الله قلب رتوبة هيك أبرقور حقيل برتني لزكان برار عند بولا سقور. آخر زمان بائله فساد بولال بعظام. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، شفاعة يا رسول الله. عليم لا غي حبيب نصيحة وعزى حرغو
كنا هنا بيرولي جستابي قالا بيرغو جس عزب امتا باريس حلال حرم مسبرغو أخير زمن بائله فساد بولين بعالم الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شفاعة يا رسول الله عليم جاهل حائلة دنيا ليك قمبكر أركي لا تدح درت محليتا أن غيبكر دنيا ليك مشغول قغل غفول مبكر أخير زمن بائله فساد بولين بعالم الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شفاعة يا رسول الله الله حرقوكي أركي برودك فسد جرقا خلق حربوك يظاهر حال شرخ بيروتك لجاك لغلا أركي لهم بيك الله نيدك بلغا أخير زمن بائله فساد بولين بعالم الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شفاعة يا رسول الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله شفاعة يا رسول الله Аллаху Акбар. Время ибадата, совершаемого без хузура, может быть ушедшим зря. И зикр, совершаемым с отвлечением, не оставляет впечатления. А салават проявляет себя в любом состоянии, без особых условий. Мы хотели бы даже слово заместителю имама Хасратовского района Хидирову Мухаммаду. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله уважаемые братья мусульмане и сестры мусульманки. Пусть Аллах примет наш этот маджлис, пусть Аллах наполнит наши сердца любовью к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. И как мы здесь собрались, пусть Аллах нас соберет в судный день рядом с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Душа радуется, когда видишь мусульман, собравшимся, чтобы восхвалить пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и чтобы слушать проповеди. Я знаю, что люди, которые сюда собрались, не собрались они не для того, чтобы здесь получить или деньги, или какой-то другой цели. Собрались они лишь для того, чтобы узнать о пророке Мухаммаде, саллиллаху алейхи вассалям. Уважаемые братья мусульмане, одним из завещаний пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, было, чтобы мы распространяли ислам по всему миру. Каждый из нас обязан довести ислам до того человека, который не слышал об исламе. Пророк, алейхиссалату вассалям, нам говорил, чтобы мы довели до людей то, что мы слышали от него. Или аят, или хадис, или какое-либо другое знание о пророке, алейхиссалату вассалям. И дават, то есть призыв на ислам, это было из дел пророков и посланников Аллаха. И это дело один из величайших дел, за который Аллаху Та'аля дает большие блага и большие степени. Ведь известно, в книгах тоже написано,
что за намаз, который совершается в мечети пророка, алейхиссалату вассалам, воздаяние пишется как 1000-кратно. А намаз, который совершается в Масджид-уль-Хараме, воздаяние пишется как 100 000-кратно. А намаз, который совершается на пути Аллаха, то есть на пути призыва к Аллаху, на религию Аллаха, за этот намаз Аллаху Та'аля дает 200 000 раз больше. Поэтому, уважаемые братья-мусульмане, мы должны ценить то, с чем пророк, алейхиссалату вассалам, пришел на этот мир. И мы должны проявлять шукру за то, что Аллаху Та'аля нас избрал из всех населений на этом мире. Ведь это большая милость Аллаха. То, что мы являемся мусульманами, то, что мы живем именно в это время, то, что мы являемся из умма пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И важность того, что призывать на религию Аллаха указывает то, что асхабы, которые у нас в Дагестане, в Дербенте похоронены, что они оставили свои семьи, оставили все богатство, все оставили ради того, чтобы распространить ислам, ради того, чтобы довести до нас эту религию. Ведь отсюда до Мекки больше 5000 километров. И они оставили все это расстояние только для того, чтобы довести до нас религию Аллаха. И ислам доводится не только языком, ислам доводится и деяниями. Имам Газали, рахимахуллах, говорил: «Лисанул хали афсаху мин лисанил акваль». Язык деяний, говорит, наикрасноречивее, чем язык словесный. Поэтому во времена асхабов распространение ислама было самым большим. И не везде это было войнами, как нам это рассказывают. Вот сейчас, если посмотреть большое количество мусульман в мире, где Индонезия, Малайзия, Индонезия 180 миллионов мусульман. И это же не дошло до них войнами. Туда по торговым делам или по другим делам, когда ехали мусульмане, асхабы, когда другие видели их нрав, как они себя ведут, люди сами начинали принимать ислам. К примеру, если человек торговал на рынке, к нему приходил покупатель, когда он хотел у одного мусульманина купить какую-либо вещь, этот мусульманин говорит: точно такой же вещь есть у другого, то есть у соседнего, у него покупайте, говорит. Этот покупатель удивляется: я хочу у тебя покупать, зачем ты мне направляешь на того? Этот мусульманин говорит: альхамдулиллах, говорит, у меня сегодня торговля есть, говорит. Я хочу, чтобы у него тоже была торговля. А если мы обратим внимание на наше время, разве такое происходит? Ведь мы тоже мусульмане. Ведь у нас в сердцах тоже есть вера в Аллаха и вера в пророка, и во все то, с чем пришел пророк, алейхиссалату. Поэтому хочу отметить, что просто называть себя мусульманином и соблюдать каноны шариата не хватает. Надо вести себя как мусульманин. Хороший нрав – это один из вещей, который самый тяжелый на весах деяний. И пророк, алейхиссалату вассалам, говорил, что рядом с ним будет тот, у кого хороший нрав. И да'ват делать и языком, и деяниями, это намного больше было бы нам пользу. Как я говорил здесь, что это обязанность каждого мусульманина. И порядком ислама является то, что отец, как в хадисе гласится, «Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'иятихи». Отец отвечает за семью, за село отвечает имам села, за всех имамов отвечает районный имам.
и перед Аллахом, и в этом мире. Если мы будем помогать своей семье, своему имаму, каждый из нас, то ислам, иншаллах, распространится быстрее. И таких беспорядков, которые мы сейчас наблюдаем в нашем мире, не будет происходить. Дай Аллах нам всем крепкого имана и братства. И пусть Аллах примет наш маджлис. Вассаламу алейкум. К нам в гости приехал тоже наш брат, всем известный по всему Дагестану, по всей России. Человек, который раньше своим хорошим, красивым голосом исполнял другие стихи, а сейчас перешел, понял, восхвалить пророка, алейхиссалам, лучше этого ничего нету. К нам приехал в гости Хадис Хаджи Сабию. Сейчас мы хотели провести конкурс среди детей. И это мы вручаем Хадису, иншаллах рахман. Салам алейкум, всех от души поздравляю с месяцем Рабиуль Аваль. И хотел бы все дети, которые принимают участие на этом мероприятии, чтобы вышли вот сюда вперед. Мало. Так, кто знает правильный ответ, вы должны поднять руку, не перекрикивать друг друга. Вопросы будут легкие, сложные. Но 3 вопроса будет мало. Может быть, иншаллах, деньгами вас обрадуем. Так, первый вопрос. Он создание из огня будет жить до дня суда. В судный день он в ад войдет, все, кто с ним там пропадет, он впервые возгордился, от веры отступился. Кто? Он сказал шайтан. Более достоверно как будет? Не джин. Шайтана по-другому как называют? Кто нам мешает? Молодец, это Иблис. Правильный ответ. Отдаем тебе книгу. Следующий вопрос. Эй, мусульмане, какая из книг на самом почетном месте стоит? Ну ты чуть взрослый, маленький, не знает никто. Какая из книг на самом почетном месте стоит? Коран. Молодец. Не знаю, может в виде исключения детям аплодировать будем? Следующий вопрос. Следующий вопрос. Мост над адом в рай ведет. Кто не верил, пропадет. Поскользнутся и слетят, как зовется мост. Один раз в Шамхале один мальчик ответил: Шамхальский мост. У вас какие есть варианты? Грешникам очень тяжело будет переходить этот мост. Как мост зовется? Молодец, Сирата Шутто. Аллаху Акбар! Следующий вопрос. Чье создание было раньше? Человека или джина? Как вы думаете? Молодец, правильно ответил. Отдаем тебе 100 рублей. Аллаху Акбар! Следующий вопрос. Целый день не ем, не пью, не ругаюсь, не кричу. Перейти над адом мост, судный день поможет. Аллах поможет, иншаллах. Но когда мы не едим, пост, молодец. Ты отвечал? Ну, оставим. Солидарны будем, другим детям оставим. Следующий вопрос. Давайте вот этому мальчику я задам. Как ты думаешь, что надо говорить перед едой? Канале ЦВ Шивин Абсколе. А? Аллаху Акбар! А кто знает, что надо говорить после еды?
Оттуда взрослые кричат, молодцы, просвещены. Канан хадусан шими хабсколи. А? Салай? Молодец, микрофон дай. Алхамдулилlah, рецо сенат надеклёрлук. Васик и нискот леско. Аллаху Акбар, машаллах. Следующий вопрос. На намазе он стоит, спереди руководит кто? В сторону кибля. Делаем намаз, правильно говоришь ты. В сторону кибля. На намазе он стоит, спереди руководит кто? Он бывает в каждом селении. Когда я так сказал, один сказал участковый. Участковый тоже может быть. Имам, молодец. Отдаем тебе. Аллаху Акбар. И когда я тут же сказал, что участковый неправильно, девочка другая говорит, гаишник. Следующий вопрос. Это, скорее всего, наверное, вопрос мы последний зададим. Хочется что-нибудь посложнее. Но если чуть постарше, если ответят, как вы думаете, сколько лет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, распространял ислам тайно? 40 лет. Можно на пальцах одной руки посчитать. 3. Молодец. Спасибо. Аллаху Не Акбар. будем затягивать. Огромное спасибо. Как говорил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, любите, восхваляйте, учите своих детей исламу, ибо это самый лучший подарок для вас от Аллаха. Спасибо детям. Аллаху Акбар. Дорогие братья и сестры, я хотел бы исполнить назму о матери, так как мы знаем, что в основном детей воспитывает мама, и мы повторяться не обязательно, как надо уважать и любить маму, как ислам нас этому учит. Дуда эбелашу берал риханиш, балахун орцичел өмру яш будук. Дуда эбелашу берал риханиш, кина богоду етлун ракван та'ара. Дуда эбелашул хумер биханиш, хит инешунут араб дурт алабатса. Дуда эбелашул ухира аниш, абдуния лацураб цилал сороле. Дурху хелаш куре حالجين ديري خواجه دور كالا مشكوره كرن خنخيجه دودا شونو غوروني كانخي بيخيجه كينا بوغو دنيا دويعولون دولي Монгол девагула шадуда божун غول خالي العذابات هورا وعدان كأشالا مغشول ورهيسا قريو شوازو بالقا رشتار وعدين منغشو خشولا هبول كينيجي منهلدا ساتورا هناشلو بوتا بيتونا دوتساغو دورابو جوياشو دنيا لدورالدا امرو دورالدا منهشلو چخونيو كاراندا عراف منهشلو مغالدا مغال سيرارا منهانا شروعين عدن كلينعان دوركيني خوا عراي عزيزاي إبليلان أبون الله سجون
Атлалде бичара, бичасул хикмат. Мунви хараб мехах, кудияй улей. Дуца тараб мехах, хит инхун уне. Хадис Хаджи, он большой баркал, уважая нас, уважая город Хасавюрт и Хасавюртовский район, приехал сюда, в наши края. Большое спасибо. С Хадис Хаджи мы очень давно и знакомы. Это человек, который дал все, что возможно в своих силах для ислама. Маша Аллах, Аллаху Акбар, дай Аллах тебе жизнь. К нам также приехал с Казбековского района, имам Казбековского района. До этого тоже он был имам Хасавюртовского района. Казим Хаджи, мы хотели бы пару слов, чтобы хорошим да'ватом для мусульман, для нашего общества он сделал. Аллаху Акбар. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля саййидил мурсалин, Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые братья и сестры, священный Коран и сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, полны аятами и хадисами, призывающими нас к объединению, к единству, к согласию. В Коране Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'а ва ла тафарраку». Вы держитесь за веру Аллаха, то есть объединяйтесь вокруг религии, вокруг ислама. Джами'ан, все объединяйтесь, ва ла тафарраку, и не разделяйтесь. Всевышний Аллах не говорит: было бы вам желательно объединяться. Это амру от Всевышнего Аллаха, то есть Всевышний Аллах в приказном форме нам повелевает, чтобы мы объединились, все мусульмане. Но, увы, уважаемые братья и сестры, к сожалению, сегодня мы видим обратное. Между мусульманами нет согласия, между джамаатами разногласия, даже порой иногда алимы, которые владеют знаниями ильму, они даже не ладят между собой. Вот, и в частности в нашей республике тоже есть вот такая, увы, ситуация. Но, как говорят, ликули даин дава, для каждой болезни есть лекарство, можно найти лекарство, и для этой нашей болезни тоже есть исцеление. Какое это лекарство? Просто нужно всем вместе идти по одному направлению, по одному пути, по одной дороге. То есть нужно следовать за кем-либо, за каким-то человеком. И в данный момент, вот в нашей ситуации, это наш муфти. Почему? Потому что в Коране Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Я айюхалладзина аману, ати'у Аллаху ва ати'у Расуль ва улил амри минкум». О те, которые уверовали, о те, которые в сердцах присутствует иман, ати'у Аллаху, вы повинуйтесь Аллаху, ати'у Расуль, повинуйтесь пророку, ва улил амри минкум, также повинуйтесь вашим предводителям, тем людям, в чьих руках ваш амру. То есть ваши амиры, ваши предводители, в данный момент это наш муфти. Например, есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, достоверный хадис, ан Анас ибн Малик передается, что пророк сказал, саллаллаху алейхи вассалям: «Исма'у ва ати'у», вы слушайтесь и повинуйтесь, подчиняйтесь. «Ва ин исту'мила алейкум абдун хабашиюн», если даже над вами будет назначен эфиопский раб из Эфиопии. На самом деле, уважаемые братья, амиром, предводителем, по законам шариата раба не назначают. Раб не имеет права быть амиром, предводителем. Но почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул именно раба? Чтобы мы поняли значение, важность повиновения правителю. Если даже раб будет, даже вот в этой ситуации пророк говорит, мы обязаны подчиняться. Каанна расаху зариба. Если даже у этого раба эфиопского, которого над нами назначили правителем, если даже его голова будет подобна изюму, вот есть вот такая маленькая голова, вот даже вот такому
мы должны подчиняться, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Даже бывает, уважаемые братья, что некоторые имамы даже не подчиняются муфтию. Они игнорируют, бывают джамааты, которые игнорируют вообще духовное управление. Сами подумайте, как они, вот мы даже вот сами за себя, мы не знаем, какая участь нас ждет перед Всевышним Аллахом в судный день. Мы даже сами не можем ответить за себя. Как, например, имам, который не подчиняется муфтию, как этот имам будет отвечать перед Всевышним Аллахом за весь джамаат? Он же целый джамаат ведет в заблуждение. Так же получается. Плюс к этому, вот в этом нашем разногласии и основную роль играют наши амбиции, наши прихоти, наш слабый иман, наша любовь к мирскому и так далее. Плюс к этому есть достоверный хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Ан Зайд ибн Аркам, радиаллаху анху, переданный пророк говорит, эти слова он сказал в конце своей жизни. «Инни тарикум фикум ма ин тамассактум бихи лан тадиллу ба'ди». Пророк говорит, поистине я оставил для вас то драгоценное, если вы будете придерживаться вот этих вещей, этих двух драгоценностей. Лян тадиллу ба'ди, вы никогда не окажетесь в заблуждении. Ахадухума а'заму миналь ахар. Одно из них ценнее, драгоценнее, чем другое. Первое, это китабулла, это книга Всевышнего Аллаха. Хаблун мамдудун минас самаи илял ард. Это вера в Аллаха, перетянутая с небес на землю. Одно это. И второе говорит, «Ва'iтрати ахля байти». Это говорит члены моей семьи. Это моя родня, моя семья, мои родственники. Имеется в виду, если мы будем придерживаться вот этих двух вещей, Корана, и будем придерживаться, идти по той пути, по которой шли и на сегодняшний день идут потомки пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы будем на истинном пути, согласно этому достоверному хадису. Дальше говорит пророк, «Валян ятафаррака», и эти две вещи, то есть книга Всевышнего Аллаха, Коран и моя родня, говорит пророк, они будут неразлучны до судного дня. То есть они будут всегда вместе. То есть моя родня, члены, потомки пророка, саллаллаху алейхи вассалям, члены его семьи, они всегда будут идти за Кораном, согласно Корану. Если мы, альхамдулилля, члены его семьи пророка, потомки пророка, родня пророка, это не только те люди, которые жили во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что этот хадис имеет силу до судного дня. Значит, потомки, родня пророка, они будут на земле жить среди нас до судного дня. Альхамдулилля, и в арабском мире, и в Чечне, и в Дагестане на сегодняшний день, альхамдулилля, есть потомки пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если они нам как маяки, которые указывают нам путь, если мы посмотрим, по какому пути они идут, что они делают, и вот будем за ними идти, и, иншаллах, согласно этому хадису, мы будем на правильном пути. До судного дня они неразлучны. Коран и родня пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потомки пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И в конце пророк говорит, саллаллаху алейхи вассалям, «Фандуру кайфа тахлюфуни фихима». Вы, говорит, смотрите, будьте начеку, как вы будете следовать этим двум вещам, то есть Корану и моей родне. Вот почему я привел этот хадис. Да потому что именно наш муфти Ахмад Хаджи, он является потомком пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы знаем, его дедушка это Абдул Хамид Афанди из селения Инху, это устав, тарикатский устав. Дедушка нашего муфтия. А он был прямым потомком пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абдул Хамид Афанди Кудиса сирру. Поэтому, если мы, иншаллах, все имамы, все джамаат, если имам идет за муфтием, значит джамаат идет. Если имам не идет, значит получается, что большинство джамаата, не все, конечно, но большинство джамаата, они не идут за муфтием.
Поэтому дай Аллах нам тавфик следовать вот за такими истинными людьми, за потомками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сказал нам учитель в мечети, куда пришли я и брат: старайтесь быть, дети, такими, каким был пророк Мухаммад. От слов этих очень простых стал как-то серьезнее мой брат. Его тормошу за рукавья, каким был пророк Мухаммад. Всегда был он верен слову, обман ненавидел и ложь. За все мирские богатства не дал бы и ломаный грош. Задумавшись из мечети, домой шли я да брат, к бабушке я подбегаю. Каким был пророк Мухаммад? Мягче он был и добрее любого из нас в сотни раз. Детей посадив на спину, он совершал намаз. Учил нас стойкости вере, вставила слово мать. Велел не кичиться богатством, бедным велел помогать. Отец, конечно же, занят. Ловлю на себе его взгляд. Что-то случилось, мой мальчик? Каким был пророк Мухаммад? Был благородным и щедрым, десятков мужчин был сильней. Он завещал мусульманам женщин беречь и детей. Пришел к нам сегодня на ужин дядя Ахмад с семьей. Учился он в дальних странах, недавно вернулся домой. Когда разговоры затихнут, спрошу я: дядя Ахмад, знаешь ты все на свете, каким был пророк Мухаммад? Он был величайшим ученым, сотни уж лет мудрецам, по каплям дает сознание то, что оставил он нам. Закончит молитву дедуля, когда остальные уж спят, к нему я тихонько подсяду. Каким был пророк Мухаммад? Мудрым он был и смиренным, смягчал он людские сердца, учил терпеливым быть в бедах, учил уповать на Творца. Светом иного мира звезды в душу глядят. Всевышний, я буду стараться быть как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Гости Аксая. Allah
آمين. محمد وسلم
Баракаллаху фейкум. Маша Аллах, маша Аллах. Нур пророка, саллаллаху алейхи вассалям, являющийся источником и основой рая, не прекращает увеличиваться каждый раз, когда мы произносим салават. Аллахумма салли аля сайидна Мухаммади ва аля али сайидна Мухаммади ва саллим. У нас в гостях представитель администрации, первый зам председателя районной главы администрации Лабазанов Мухаммад Хаджи. Мы хотели бы ему дать слово, рассказать о своей работе, которую они делают в поддержке ислама. Это человек, который всегда, который мы находим пользу ислама рядом с нами. Любым вопросом, когда мы подходим, он нам помогает через администрацию. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья и сестры, от имени главы Хасавюртского муниципального района, от имени собрания депутатов муниципального района, администрации муниципального района, сердечно приветствую вас на сегодняшнем маджлисе. Вот такие маджлисы, благодатные маджлисы, благодатный месяц, они безусловно объединяют людей, размягчают и приближают сердца мусульман друг к другу и служат, чтобы люди жили в мире и в добре. И очень приятно, что в этот месяц милости Аллаха, что Совет имамов Хасавюртского муниципального района вышел с таким предложением, и глава муниципального района Джамбулат Шапиевич Салау поддержал инициативу, когда с этим предложением, их инициативы к нему подошли председатель Совета имамов Раджаб Хаджи Хамирзаев и Мухаммад Ариб Хаджи Дарбишев. И сегодня просто и сердце радуется, и глазам приятно, что вот мы, значит, собрались в вот таком составе, значит, практически все джамааты всех сел района здесь, значит, и отрадно, что сегодня вместе с нами наши братья, гости из других районов республики, из города Хасавюрта, из других городов. Еще более отрадно, что наши братья, значит, из Чеченской республики приехали, и среди них есть вот такой человек, который вот в руках держал и чашу, и волос нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Пусть баракат и нур пророка нашего, саллаллаху алейхи вассалам, распространится и на Чечню, и на Дагестан, на Кавказ, и на всю Россию. На самом деле это очень большое дело, очень великое дело сделал Рамзан Кадиров. Дай Аллах ему здоровья. И я хочу сегодня сказать, уважаемые братья и сестры, вот такие маджлисы, которые сегодня проводятся здесь, вчера проводились, значит, в центральной мечети города, и так повсеместно проводились во всех селах района, и в других, и в Чечне, и в Дагестане, везде проводятся, значит, и вот восхваляют, значит, Всевышнего Аллаха, восхваляют нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что вот такие, значит, маджлисы, они безусловно, значит, объединяют людей, безусловно, они укрепляют дружбу между людьми, и руководство района приветствует любые начинания и в дальнейшем будет приветствовать все такие начинания, все любые маджлисы, любые инициативы, которые будут укреплять дружбу, которые отдаляют от нас терроризм, которые от нас отделяют другие разные нехорошие, ненужные для нас, значит, дела. И сегодня еще я хочу сказать, что муниципальные власти, будь они районные или будь они власти каждого села, если они совместно с имамами мечети, если они совместно с алимами, вместе с другими любыми, значит, людьми, которые проявляют инициативу, значит, будут вместе призывать людей к добру, миру, у нас всегда
будет и маслихат, и добро, и мир. И дай Аллах, чтобы у нас всегда была возможность вот так собраться. Пусть Аллах примет наш сегодняшний мавлид, и пусть милость Аллаха и шафаат нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не уйдет из наших домов и распространится на наших детей, на наших внуков. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Спасибо. Мухаммад Хаджи, не уходите, пожалуйста. Мы хотели так, как раз таки, мне дал слово районный имам. Он сам хотел подойти сейчас. Пожалуйста, подарок принесите. Районный имам хочет подарить подарок. Как нету сейчас в данный момент с нами глава администрации района. Вот как раз таки заместитель хотел подарить подарок нашему Салаву Джамбулату Шапиевичу от отдела Да'вата, от всех имамов Хасавитовского района. Баракатом, чтобы было совместной работы. Пусть баракат не будет для всех. Спасибо. Так как Раджаб Хаджи мог такой подарок сделать, самый ценный в мире, это Коран, слово нашего Господа, Аллаху Та'ала, это Коран подарок. Мы тоже хотим маленький подарок, ему тоже сделать, но она не ценится Кораном, но подарок для него, который подходит для Раджаб Хаджи подарок. Аллаху Акбар. Раджаб Хаджи, Сайфуллах. Чтобы этот меч, смотря на этот меч, ты вспомнил Халид Асхаба, рази Аллаху анху, Али Асхаба, рази Аллаху анхум, и чтобы ты исследовал пути их, то, что они делали, то, что они последовали за пророка, алейхиссалам, было показывали меч, и они исполняли ислам. Хотел только на это смотреть, вспомняли о пророке, алейхиссалам. У тебя точно такое было, подарок от всего джамаата Хасавитовского района, подарок от всех имамов Хасавитовского района, подарок имаму Хасавитовского района. Раджаб Хаджи. Теперь будем убивать Иблиса. Этим отчетом. Аллаху Акбар. Дай Аллах, чтобы они все закончили. Мы сейчас хотели бы дать слово. Человек, что задержался, по программе он должен был чуть раньше. Юсуф. Как мы знаем, духовное управление мусульман Дагестана, у нас муфти были со времен еще Сайфуллах Ади Кудус, имам Шамиль, рахимахуллах. И у нас был муфти, который всегда у нас в сердцах, который остается, человек, который начал свою работу в жизни против Иблиса, против шайтана, как Раджаб Хаджи сказал, будет использовать. С таким расчетом, который работал человек, это был Саид Мухаммад Хаджи Абу Бакару. Мы хотели исполнить Аллаху Акбар. Дай Аллах Та'ала, чтобы в судный день мы с ним и шахидом вместе тоже были. Мы хотели сейчас дать слово Юсуфу, чтобы он прочел нам нашид назму Саид Мухаммад Хаджи. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, شفاعت ya Rasul Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. شفعت يا رسول الله داغستان أخو البيراق بوسر بابا زو إمام أراويش خاني جيتون فردوس الجنادين رزم قوية شاهد خون شارب دوي أجان طلقوا بوسر بابزو شكثقه جوهدا سيد محمد حجي شاهد زابزو خان خادوا بوق بعينتي عمر بيشارو إنسان عاقدة ميقي كرام دين خلط شباب الدين دند جيها بولغو جانر خارا وبهدور الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شفاعت يا رسول الله 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 يا الله
الله يا الله شفاعتي يا رسول الله. سيد محمد حجي دعوة ثلبوديا علقنا بعيلتي عمر وعزاها برا تبير قوسون ثنثين إمام زبزتون راب موزل نخدسان خورج أوغو أنامون باتد بداري قلدا تنكتزي بيشاج أوغو أذكر بقبر خون خنشنا دو سابرا من حقيقة بطلولي باتد بنخقي كراو علم يلداري قراب عمل بوقي وقنا. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شفاعتي يا رسول الله. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شفاعتي يا رسول الله. استجاب زيقمون وثياث العالمات بقيت قلودي يسوع تشهد بتنبغو دوت تربية قرام دودة صدق حلت أرام هزيق بيشانا عمرو خل شهيدا ذو بصون سيد محمد حجي شاهد بازلق خان خادوا بوق بعينتي عمر بشارة إنسان سيد محمد حجي دعوة ثلبوديا علقنا بعيلتي عمر وعزاها برا. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شفاعتي يا رسول الله. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله شفاعتي يا رسول الله. Аллаху Акбар. Даже когда мы громко произносим салават, мы радуем нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И не коснется его грех показухи. Аллахума салли аля сайидна Мухаммади ва аля али сайидна Мухаммад. Хадис Хаджи, тебе слово даем читать назму. В свой срок без спешки 5 намазов сегодня ты успел свершить, или часа, не найдя их сразу, решил на старость отложить. Помогли своему собрату, родителям не нагрубил, и дал ли что-то без возврата тому, кто у тебя просил. Ашхаду ан ла илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду ан ла илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Я Расулаллах. На жизнь свою чем ты заработал, законном браке ты живешь, и помнишь ли, что в мире лучшем лишь что посеял,
то пожнешь. Коль устыдился ты сейчас вот так стоять перед пророком, подумай, как же перед Богом тебе ответить в судный час. Ашхаду ан ла илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду ан ла илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Я Расулаллах, еще не поздно измениться, жизнь непорочную вести и шариату подчиниться, моля Всевышнего прости. Кто сунну оживит однажды, тот больше, чем один шахид. Так пусть же нас по воле Бога святая сунна оживит. Ашхаду ан ла илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду ан ла илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Я Расулаллах. По традиции наших всегда таких маулидов, мероприятий, у нас конкурс для детей, конкурс для женщин и конкурс для мужчин будет у нас, имеется в виду для взрослых. И у нас сейчас 3 вопроса для женщин будет, 3 вопроса для мужчин будет. Это связано с жизнью, описание пророка, алейхиссалам, жизни, как он вел себя, какие у него были аламаты, караматы, что там он было, это с этим связано. 3 вопроса женщинам зададим, потом уже мужчинам перейдем, иншаллах. Так, у нас и подарки есть. Обязательно. Кто первый ответит, тот и получит, иншаллах рахман. Первый вопрос. Сколько человек приняли ислам во время тайного призыва? Этот ответ не принимается. Уже это иной вопрос получается. Кто руку не поднимет, ответ этого вопроса мы не вычитаем и подарок не даем. Он первую руку подняли, но уже ответ уже изучал там без, как говорится, без микрофона не дается. Следующий вопрос. Пока микрофон вам не дадут, не отвечайте. Сколько намазов в день пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал в начале пророчества? Так, вот здесь. Кто видел первую? Кто поднял? Два намаза, 2 ракаата утром и вечером. Утром и вечером. Маша Аллах. Правильный ответ. Пожалуйста, здесь подарки есть. Возьмите вот эту книгу жизни. Так, подожди, книгу там еще для женщин отдельно платки тоже есть, хиджаб. Дайте, возьмите еще хиджаб тоже. Одна книга и хиджаб для девочек. Так, еще один вопрос. Пожалуйста, с микрофоном от колонки отойдите, пожалуйста. Мы знаем, наш пророк, алейхиссалам, родился и ушел в другой мир. Хотели бы узнать, какой день, год, число, месяц родился пророк, алейхиссалам, и ушел с этого мира. Он там уже руки поднимает, он уже микрофон несет. В 632 году, 12 Рабиуль Аваль, понедельник. Это что было? По хиджре. Что именно было? Пророк Мухаммад, саллаллаху умер. Родился? Родился в 571 году, 12 Рабиуль Аваль, понедельник. Понедельник, по григорианскому числу какой получается у нас? 20 апреля, да? Иншаллах. Хороший подарок, правильный ответ. Так, еще один вопрос. Сколько дней пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакр провели в пещере Саур?
Он там руку поднял. Вот здесь первая рука, вот здесь где Малик Хаджи. Три дня. 3 дня. 3 дня. Правильный ответ. Молодец, машаллах. 3 дня они в пещере Саура ходили. А где вообще пещера Саура, наверное, все знаете, да? Пещера Саура находится в городе Макка. Это тоже было, когда пророк алейхиссалам делал хиджра с Мекки в Медину, им пришлось находиться в пещере 3 дня. Правильный ответ. Так, сейчас у нас вопросы для мужчин. Так. Сколько идолов было вокруг Каабы, и зачем они там были? О, там самая последняя рука. Самая последняя получается. идол. 360. И продолжение вопроса у меня еще там было же. Зачем они были там? Каждый день каждому идолу поклонялись. Машаллах, правильный ответ. Аллаху Акбар. Кто завоевал крепость Хайбар? Не видно. Вот здесь подняли руку. Кто завоевал крепость Хайбар? Сподвижник Али Асхаб. Али Асхаб, рази Аллаху анху. Дай Аллах барака шафаат его нам. Машаллах, правильный ответ. И последний вопрос у нас. У кого остановился пророк в Медине, когда он переселился? Вот здесь руку подняли. Сейчас микрофон к вам принесут. Асад Аба Аюб. Айба Аби Аюб аль-Ансари. Машаллах, правильный ответ. Аллаху Акбар. Это завершается у нас конкурс. Дай Аллах Та'ала. Вот эта книга, которую мы вам даем, эта книга. Вот эта книга, самая хорошая книга, чтобы у каждого человека, как настольная книга, она находилась у каждого мусульманина дома. Здесь есть и вопросы, есть и ответы. На этой книге очень много полезного, которое необходимо изучать каждому мусульманину. Аллаху Акбар. Так, здесь большая просьба, вот человек, который, Абдулла Хаджи, который нам читал Маулид, человек, который нес в руках голос пророка, алейхиссалам, пока он от нас не ушел, хотели бы маленький дуа, он заранее нам сделал. Абдулла Хаджи. Для бараката нашей республики, для бараката уммата Мухаммада, алейхиссалам, мы хотели бы, чтобы вы нам дуа сделали, чтобы мы получили баракат и шафаат Расулуллах. Так мы как вас просим, вы самый из старших людей среди нас, человек, который приближенный времени пророка, алейхиссалам, чем мы. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وزندر إبراهيم پیغمبر ورسن قبول دیا جبر ساخسن قبول ساغدیا من انتباه باری خطوه ساغدیا اخرت عذابا برش عذابا هر قبول ساغدیا Tamaguş borçamtı, tamaguş bağlınış eydin hay ibadeti, kulluk değil, tanmar şiriştiya vadindir. Vadindir, kırıs kırabol, kırmığıma öyle iyiliğini sanlısınız, kötü tentizlerden sen pargantanışın sağdiya vadindir. Vadindir, kadeşti geçtiya, kanonoştu geçtiya, kabalyonlu geçtiya, hayırlı geçtiya, kulu geçtiya, bugün yani çayperiz altışını geçti hakikatim olur tündür. Bugün değil hakikatime ilkin şefaata ustadı bereket o temelilik mutabakatımdır. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar ya Allah. Ve qina azaben nar ya Allah. Ve qina azaben nar. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم بحرمة سيد أسرار الفاتحة.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Машаллах, машаллах. Дай Аллах барака шафаат пророку алейхиссалам, что нам всегда нас преследовало. Баракаллаху фикум, Абдуллах Хаджи. Дай Аллах вам здоровье, такое, которое вы можете с нами ходить и вот так нас воспитывать этим. Allah bir avaret bir kuşlarda bir girazı sevi haliklerine. Allahümme amin. Allahu Ekber. Halbuki dandesi alcanalde sadakratı da dandesi atları bile serapmate bir kariyor ya Allah. Allah bustur baba zulkal toha begi. Allah razı yav halal daruk ile Allah tevfik isterim. Иншаллах Рахман. Всем дуаду аман говорит. Делайте дуа и ему, и всем мусульманам, уммат Мухаммад алейхиссалам. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, не будь тем, кто допускает упущения в покаянии, тем, у кого слишком радужные надежды, тем, кто желает вечной жизни без совершения благих деяний, и тем, кто придерживается слов поклоняющихся, но совершает деяния лицемеров. Если ему дают, он не довольствуется этим, а когда его лишают, он нетерпелив. Он повелевает хорошее, когда сам не выполняет его, запрещает плохое, когда сам не остерегается его. Он любит хороших людей, а сам не является одним из них. Ненавидит лицемеров, когда сам один из них. Он говорит то, что не делает сам, и делает то, что не велено ему. Он требует выполнять, а сам не выполняет его. О сын Адама, нет ни одного нового дня, чтобы земля не обратилась к тебе со словами: «О сын Адама, ты ходишь по мне, а затем тебя похоронят во мне. На мне ты поддаешься страстям, а во мне тебя будут съедать черви». О сын Адама, я вместилище беспокойства и тревоги. Я место допросов. Я обитель одиночества, темноты и мрака. Я место, где обитают змеи и скорпионы. Ты обустраивай меня во благо себе, а не разрушай. لا إله إلا الله 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 الحمد لله الله لا إله إلا الله حرم الطور يسي لا إله إلا الله قدرة وإله لا إله إلا الله بضون قرم يسي لا إله إلا الله قدرة قرم لا إله إلا الله قتل يا الله لا إله إلا الله سلام طورت بك لا إله إلا الله تلر خارق لا إله إلا الله عجيب وزنور لا إله إلا الله سنة كنسر قرق لا إله إلا الله بروش طبولا لا إله إلا الله من كل البرق لا إله إلا الله من كل البوضا لا إله إلا الله مخطون السرقش لا إله إلا الله نعم الله تنقل لا إله إلا الله تريم البوضا سيشي لا إله إلا الله 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 محمد پیغمبر لا إله إلا الله نعم الله تنبيل لا إله إلا الله قوم شكر رسولك لا إله إلا الله كبني يتبعون لا إله
illallah. Seni birliğin bilip la ilahe illallah. O varda bulurum ben la ilahe illallah. Bize yazın kullaha la ilahe illallah. Bir gün sen olu devlet la ilahe illallah. Ya Rabbi bizge bolay la ilahe illallah. Ulu devlet belgen son la ilahe illallah. Bolay ulu ni'mat la ilahe illallah. Bizi layık görgen son la ilahe illallah. Umut ettirlik bizge la ilahe illallah. Artık ki rahmatı la ilahe illallah. Almasa bu ay bizden la ilahe illallah. Kaytarıp bergen zatı la ilahe illallah. 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 Ahiret seferinde la ilahe illallah. Yoldaşık biz gel onu la ilahe illallah. Ayırma onu bizden la ilahe illallah. İmtihanlı zamanda la ilahe illallah. Gözden ayıp olsak da la ilahe illallah. Bir eker biz yürekte la ilahe illallah. Muhammed Resulullah la ilahe illallah. İnanmak görmezsek de la ilahe illallah. Geldi tasdik etken son la ilahe illallah. Dünyada görmek özüm la ilahe illallah. Cennete nasip etken la ilahe illallah. Görmek önürlü yüzün la ilahe illallah. 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 Аллаху Акбар. Для украшения нашего мероприятия Аллах отправил к нам человека, алима, муаллима, который был алимом, имеется в виду, учил в свое время при коммунизме тоже, и были очень много алимов, которые за ним остались на сегодняшний день, которые ведут свою работу ислама, пользу ислама для Республики Дагестан и для всей России. Я человек Дарбиш Хаджи. Мы хотели ему дать слово для бараката, несколько слов, а учитель мне как муаллим нам посоветовал. Дорогие братья и сестры, то, что сегодня уже делается и до сегодняшнего дня тоже шло от наших предков, ну, возвышать и возвеличивать нашего пророка, алейхиссалату вассалам, этот святой месяц, ну, который мы сейчас в каждом доме, ну, в каждом селении, в каждом районе уже она как входит, как говорится у нас, в моду, объят, и пусть этот месяц и другие месяцы наши будут баракатными, как этот. Мы даже не успеваем своих студентов и, ну, читающих мавлиды других ребят, ну, перекидывать с одного места в другое. До того Аллах Та'ала показывает, что приближается приход великих людей, которых мы ожидаем. Потому что его приход очень резко, это явление такое, которое, ну, никто не предсказывает и не может подсказать. Но дух ихний, Нузулу Иса алейхиссалам, когда Иса алейхиссалам будет спускаться, и том, где дело доходит, сжатие времени тоже идет. Мы это видим. День проходит, как лахсат у нас сейчас. Мы не успеваем даже вот такие форумы проводить, а раньше дни же были. Даже в наше время, как мы уже видим и знали, ну, старожилы тоже помнят, меняется погода, меняется все, это ахизаман, ну, ахизамана это признаки. Ну, называемые катаклизмы и другие третьи, все, что здесь творится, то, что мы делаем, альхамдулилля, это великое дело. Вот
сколько бы 70-х, когда я обучал, и сам уже обучался в 60-х годах, и вот плеяда таких алимов, которые и шаидами стали. Это великое дело. Наши соседи, ну как имаматы, которые были Чечня, Ингушетия и Дагестан, это был оплот ислама, где Нур, алейхиссалату вассалам, здесь увидел наш пророк при входе на Мирадж и сказал, что это за место? Да это Дагестан. Дагестан это означает страна гор, а горы у нас по всей, начиная с Юждака, кончая Чечни и, ну как, Ингушетии. Это Кавказ, который 3 имама, 50 лет, проливая кровь, ломая свои кости, нам оставил вот такой баракат и шафаат. Пусть Аллах Та'ала нам даст и воздаст тем, кто служил исламу и на этой поприще ушел от нас. А их души, кого мы произносим, они всегда с нами. Это души шаидов, они вообще и смерти не, ну, как не подлежат, а души других авля и другие это тоже шаиды такого рода, которые умертвили себе нафс и стали шаидами, делая большой газоват со своим нафсом. Это самое главное было. И пусть Аллах Та'ала вот такие наши маджлисы увеличит каждым годом, каждым днем, чтобы мы укрепили свой дин, иман, ислам, исан, шариат, тарика, чтобы на Кавказе был и будет и останется. Это главное то, что вот я тогда в прошлый маджлис, когда в клубе были, это старожилы наши, которые огромной бородой, люди, которые прошли, ну, этапы разных, ну, перемен, которые видели очень много. Альхамдулилля, что они с нами есть. И пусть баракат таких великих старейшин остается вместе, ну, с нами, когда будет холодно, жарко, или же где надо будет маслята делать, такие люди у нас всегда возвышались и их уважали. Алейхиссалам же говорил, ну, уважайте старших и снисходительно младшим обращайтесь с адабом, чтобы этот ребенок понял, что ислам это не кровавая бойня или какой-то террор. Это хорошее отношение к старшему и доброе отношение к младшему. Вот то, что главное, что у нас, альхамдулилля, это осталось. И здесь, в Дагестане, провоцировать это не смогли. Хотя в Чечне это они чуть хотели делать, там тоже Аллах Та'ала убрал. Пусть Аллах Та'ала очистит нас этот месяц и даст нам в следующем году и до следующего года. Мавлид это слово, мастар называется, корневое слово. Рождение пророка можно читать каждую минуту, секунду. Мы же его возвысили не нашими как силами, потому что Аллах Та'ала его возвысил, и про него, как нашего пророка, алейхиссалам, идет хадис такой. Аят спустили, и его таржама, как перевод и комментарий наших великих алимов и комментаторов, асхабу и табиин. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. اللهم اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Аллаху Акбар. Этот аят означает: я тебя варафана ляка зикрак. Твое имя так возвысил Мухаммад, что другому не дал повод оскорбить или же снизить твое слово. Где я произношусь в намазе, где только человек имеет право вести свой ибадат и амал только Всевышнему, там тоже у нас в намазе в атахияту сказано: ашхаду аллах иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Если это слово не скажешь, этот намаз не считается, во-первых. Если в намазе даже нам Аллах Та'ала вот так
дал приказ, чтобы его возвысили, те люди, которые о нем что-то говорят, это далекие от ислама и мусульман люди. Это тоже надо понимать там. Потому что столько 20 лет мы слушали, видели и знали этих людей. Это зеленая бумага отдуванила их разум, отуманила ее, и они пошли по пути Даджала, который Ахризамане выйдет, это их войско. Так конца Ямал-Киямат, это наша борьба в этом идеологическом плане остается у нас. Потому что Аллах Та'ala же сказал: «Хизбуллах ва хизбу шайтан». Определение у нас есть, альхамдулилля, мы являемся мин ахли суннати вал джамаа, которые придерживаемся акиды Абу Хасан аль-Аш'ари и Абу Муса Матуриди. Поэтому у нас не остается никаких оснований и в акиде, и в фуруах. 4 имама у нас есть. Если эти надо будет дополнительно, у нас были и Айша, радиаллаху анха, муштаидом была, хотя Тадвин там не был, канонизированных у них 4 мазхаба. Придерживаться, каждый имеет право, во всем мире вот так держались, иншаллах мы тоже будем этого придерживаться. У нас это, на Кавказе, по статистике идет, наши 3 республики, Дагестан, Чечня и Ингушетия, придерживаются шафийского мазхаба, это около 2 миллионов человек, которые уже в генах идет эти мазхабы. Часть здесь тоже ханафитского, в Абайютовском районе и Нагайский район. И в Юждаге тоже есть такая же часть. Дальше в Ингушетии, Чечне и Ингушетии все шафииты. Остальные 3 миллиона, которые приписываются к Кабардино-Балкарии, Черкесии до Черного моря, там уже ханафиты. Альхамдулилля, что по всей России около 30 миллионов, хотя нас хотят уменьшать. Мы не уменьшаемся ни в количественном, ни в качественном виде никому. И служим только Всевышнему. Остальное нас не интересует и не интересовало до сих пор. Политизировать ислам и делать ее какую-то, это уже харам. Мусульмане должны быть как мусульмане. Чистой душой, крепкой рукой, где надо помочь кому-то, а не убивать кого-то, так же? Вот то, что я хотел, я много здесь, видно, или говорю, или что-то. Если не то говорю, тоже можете остановить. И поэтому вот основная задача привлечь нашу молодежь в эту сторону, не давать им уклон туда, где идет эта зеленка. Нам уже это показало и доказало, это хватает. Иншаллах, очищение будет и идет, и пусть шафаат нашего пророка, алейхиссалату вассалам, хатамун набидин, васаиду мурсалин, он же первый и последний наш пророк. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин аль-фатих лима улика, валь-хатим лима сабак, насир аль-хак биль-хак, валь-хади иля сиратика аль-мустаким, وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل وخير الصالحين والحمد لله رب العالمين. Вот наш салават и икрам нашему пророку, алейхиссалам. Пусть он примет наш шафаат. Какие бы грешные наши грехи Аллах Та'ала не смотрит, и он не смотрит. Если мы на правильном пути, он для этого и создан, чтобы все для него создано. И ему сказал Аллах Та'ала, хоть всех кафуров, когда мы говорим, на мавлидах и читаем, ему дозволено все, но он делает то, что требует и велит Всевышний. Муриду хайри вашаджи, валакин лайса язаби шарджи. Вот этого зла нам тоже надо остерегаться, чтобы не попадать в гнев Всевышнего. Остальное, иншаллах, у нас надежда, что маджлисы или же все наши верующие истинно, которые исповедуют ее как надо, все мы будем, иншаллах, фирдаусул джанна. Там джаннатул фирдаус, для чего наш шафаат, алейхиссалам, говорил. Оттуда его видно со всех сторон, нашего пророка. А джаннатул хур, там находится сам пророк, алейхиссалам. Пусть Аллах Та'ала нам откроет 8 ворот этих
джаннатов и закроет нам всем этих ворот ада. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Это главное, то, что мы хотели выразить, но здесь еще мероприятие проводится, иншаллах, в дальнейшем пусть Аллах Та'ала нам истихамат, тавфик и здоровье всем дал, Аллах Та'ала, и шафаат нашего пророка. Амин. Машаллах, баракаллаху фикум. То, что вы попросили для нас, дай Аллах, и вам это было истихамат, тавфик, умру. Как у нас говорят, если здесь ма'алим такой, мута'алими какие будут? Какие они стали, какую работу они делают? Аллаху Акбар! Дай Аллах нам всегда таких алимов, таких мута'алимов, которые Он обучал, и которые достойно ведут свою работу. Чтобы мы тоже могли такими же хорошими мута'алимами, как они стали в свое время. Сейчас к нам гости приехали, как раз наши младшие братья с Делыма. Вот как раз таки начинаешь, вот такие же мута'алимы, как раз таки и для них это пробуют, и для нас, они тоже такими же станут. Машаллах, группа Делы, пожалуйста. Kurang
Şehada unutaraze daru getir utiya daru he çabı unutuye daru darmanadir ustar durut akal kodorosun sali daudi çunare murid çiuk unaday dudet adet wadulev barakat buriş ustar dukhani jayshun bukev jani berakabat sahiki dunya usurun bikiki şeçelda sarakhana heçelda pashmana khicho bukelda shukru habun shukru yasu akbala peshawaha sikana unutara barakati sana tiyabukuat kibachun kachati zejurana potsuta pakelisi cho hiwawara khunutana khwalil fikra biharun ardo rahman nasde nije usdarwatullah alhamdulillah Allah taha wa akiwichua alhamdulillah shukuru barakat kishun puko rahmat tsadan emerab ok abjoshi bahari leb ardara Allah asta amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah Аллаху Акбар! Машаллах! Счастливые родители, которые воспитали таких детей. Дай Аллаху, чтобы наши дети тоже такими же были, чтобы могли получить. Ахилиш бугет. Zaman Allah itu kamu begitu. Alhamdulillah syukur shibaret awahase muhammadil ummatun tutsali sundrati kau kaiman sawat sawam awarakaste buko isoyakim bosun rasulun sirit arab la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah alhamdulillah shibaret awase yang sangat cerah take afan diturau sik rasul lakaran unalek isasusi tuhina suhuinti iqlistain talib la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah sik rasul risalat mahrasina bikhilkhay بخاصوت أعني خنا لسائن خالد كي أنصتها بخاصوت أعمد سكانيكي شاسل تاريخات هلكي بوكي بوكينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كي أمد سكاكوكسو ناي تسكانيكي نكشمندي تاريخان هيكي هيكو إلات صوتيروك الصبيعا صونا صيوكو ديو حبيبا صنو خلدي ومكزي حاولو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الله أكبر ما
Машаллах. Уже хватит, наверное, столько уже устали уже. Машаллах. Уже люди устали от того, не то, что вы устали, машаллах. Маме подарки, которые, а намазы, которые, все, что которые намазы связано, суннаты, ваджибы, арканы, все, которое здесь есть. مواجك سابز العشق برهانا عجائب يسنى وقوق وديا جد المجد رسز الله قارا الله سوالي سعيد أفندي أمة ثور غلت أديق بوسون بسدا أتجب قبوق نارو قصير هني عن بالقلب جوبو قدير استهد سرد الرهوني أخي زمن ثم جادد قيمو مشايخ زبزوا قطبوا غسقيمو علم خسة زي سبب ذكارا الله صوالي سعيد أفندي دور جوهر تشو قدير شيدا قد جزرنا دوسات شبابي دين إسلام بثر بوبي أنجارا بشر مثال ديك زهرونا منعدد ثور غلهبوني عدن وتدروها دون غلدا دغس قثر وقطب الأولياء قيمة ثغرون جاهل ازدا درد أشل قتال دبراسي يلدا شنقيتي يسيسم قبل هبونا قوقبي هرون جيكار راجون بسنة طريقة لها المخيكون نسر خيري يسيئي كالجهابون إتسو عقلتي جيدا دي بقانا جحت يثكر جنيسة صورا دودك أثرقي كمول الهجو الله صواني قرد جهاون خنبت لجزي قسكن هبيلي قيمة بوقب جوهر عدب جريخون عبادة خالق قبل هبيليش صوتو أحمق زبزت أريقة ودي أدب صني كرهبو لبوغو جبنا خبك رب بدعاب قيلا بوتنا تزقينا في قلرو الله سدايتها بجبه طريق إزني خير حقيق دارو حبيب صوريس سعيد أفندي دور بركة كمون نشخوت وجيجي مكة شهر ثو كعبة جانب كجدود سبنا كميل مرشد طلق دنيا وثل بصر ببزدا قيمة جدود تناخري يا أستا هجب شدي هدنيا غلدا دو سختي هريزي تبوت قبوبو شباب لحظة تغدا مريد زبزدا قدي دعاء وريك وشنجي هجب شدي هدنيا غلدا دو سختي هريزي تبوت قبوبو شباب لحظة تغدا مريد زبزدا قدي دعاء وريك وشنجي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Такбир! Как мы знаем, Аллах Та'ala нам приказал изучать ильму. Это было пророка хадис тоже. Дополнительным, который нам подтверждает, Аллах был ильми фарида аля кулли муслимин ва муслима. Изучать ильм, это фарз для нас. Как мы знаем, Аллах Та'ala для Дагестана дал все возможности. Человек лежа может изучать ильму. Не то, что в медресе пришел, сидя там учить, даже лежа. В таком виде Аллах Та'ala нам дал ильму. Поэтому мы тоже должны как положено принимать это ильму. Для нас Аллах Та'ala, для Дагестана, те, которые здесь находятся, для нас Аллах Та'ala дал телевидение. Даже на местном уровне, даже на республиканском уровне. Есть радио, есть газеты, есть журналы, есть исламские медресе, есть исламские институты, университеты, академии, духовное управление. Все вокруг, куда мы не посмотрели, все у нас вокруг нас есть ильму. Просто мы как положено не принимаем.
Вот как раз таки один из этих, как раз таки Аллах нам дал ни'матам, который каждый обязан у себя дома держать, у кого нету в данный момент возможность пойти к какому-то муалиму, какому-то алиму, пойти на урок, Аллах Та'ала отправляет человека, даже домой принес этому человеку ильму. Это газета «Ас-Салам», «Нурул Ислам», другие газеты, журналы, Ислам-журнал. Это все, которое Аллах Та'ала нам, ни'матам, которые Аллах Та'ала дал. Вот мы хотели бы дать слово представителю Хасавюртовского района по газете «Ас-Салам», «Нурул Ислам», Хаджи Мурат. По его работе, если можно, коротко и своей работе, что можно сказать. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, я тоже поздравляю вас с этим месяцем Раби'уль Ауаль, в котором родился наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Мы много говорили, конечно, о пророке Мухаммаде саллаллаху алейхи вассалям, и нам остается показать своим характером, хорошим нравом, характером, что мы любим пророка саллаллаху алейхи вассалям. Надо это доказывать. Дай Аллах, чтобы, выходя отсюда, мы изменились в лучшую сторону. Дай Аллах, чтобы у нас все было хорошо. Говоря в газете «Ас-Салам», хочу коротко сказать. «Ас-Салам» в переводе означает «мир и благополучие». Это перевод с арабского «мир и благополучие». Именно этого направления придерживается «Ас-Салам» более 18 лет. Первый номер газеты «Ас-Салам» вышел в 1994 году. В месяце Раби'уль Ауаль, и первый номер был посвящен ко дню рождения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Дорогие братья, муфти Сайед Мухаммад рахимахуллах Абу Бакаров, он уделял очень большое внимание. Вначале он выходил только на русском языке, и он большое внимание уделил на это, чтобы она выходила на национальном языке. Иншаллах, вот эти подарки будем дарить тем ребятам. Это почетные грамоты от муфтия нашего Ахмада Хаджи Абдулаева. Иншаллах, представители очень прошу после подходить ко мне, всех представителей. Хочу сказать еще, наш муфти очень большое время уделяет распространению этой газеты от 3000 до 80 тысяч. Сейчас на сегодняшний день подняли тираж газеты. «Ас-Салам» газета не только в Дагестане распространяется она и в Российской Федерации, в любом области, во всех территориях Российской Федерации, даже СНГ. Эти ребята, хочу сказать, те ребята, которые приходят к вам домой, эти ребята истинно на джихаде. Они на джихаде, они на пути Аллаха, они за это не получают деньги, они ради Аллаха выходят распространять ислам, донести до вас чистоты ислама. Мы знаем, что «Ас-Салам» газета, как пишут алимы, мы знаем маджлисы, вот такие маджлисы, она смывает тысячи и тысячи плохих маджлисов. Поэтому «Ас-Салам» тоже, как алимы говорят, это маджлис в вашем доме. Он приходит к вам домой с статьями алимов. Дай Аллах тауфик не только подписываться, но и делать амал, читать его. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаху акбар. Баракаллаху хаджи хаджи. Сейчас мы хотели как благодарность последнее заключительное слово дать нашему имаму Хасавюртовского района. Ассаламу алейкум еще раз. От души хочу поблагодарить всех, кто приняли участие в этом мавлиде, а также выражаю отдельную благодарность всем, кто помогали организации этого мавлида,
а также главу Хасаутовского района Джамбулата Хаджи, который пожертвовал финансовые средства на покупку книг, дисков и самое необходимое для раздачи участникам этого мавлида. Дорогие братья по вере, кто бы откуда не приехал, да воздвигнет Всевышний Аллах вам дворцы в раю за каждый шаг на пути сюда. Да примет Всевышний Аллах вас зиярат. И точно так же, как сегодня мы здесь собрались, иншаллах, надеемся, что в судный день по знамени пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, мы соберемся в судный день, иншаллаху рахман. Да примет Всевышний Аллах наш мавлид и все наши хорошие поступки. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. А теперь, иншаллах, мы прочтем Махалул Киям, знак уважения к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جاد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جاد الحسن والحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جاد الحسن والحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا ما رأينا العيسى حنان بالصراء إلا إليك والغمامات قد أضلت والملأ صلوا عليك وأتاك العود يبكي وتذلل في يديك واستجارت يا حبيبي عندك ضابي النفور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عنا يا ذنوبا واغفر عنا سيئات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا وامح عنا سيئات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات رب فارحمنا جميعا يا مجيب الدعوات مرحبا يا مرحبا
يا بيتشاسو أورك أمة خيري وحبيب حق البهيج ونيجير ميزان مولك وديزي زمانك شلون كدا كفر عمل شلون كدا كنا البطول مفتوحون شرقتون كن رغون شرق هبات سنتي سمعتنا والله عفوها بون تجوني رجي زبار قوهجو هبرحمو بيدي جي رحمن سو شياتي شبني قدام الهجو نور مناجات قروني بنات قدر هجين قلوب غراتني قبوها بي يا الله أحرفني جر مولي حلال حرام جبران نعم بتانا نيجي أسدها بدرهان هلا بجراضي هجي منوضنا لثران دينات وسياسة درب شفاعة زو شذا بحبيب بوطا حساب سؤال هابيزي على صديرة شملا نيشن حقون نيكوغي حق الرسول زلخان أخي زمان أيديكون ذنوبتي كرودي زبانيات الرجون بس رهري زيتوغي توبويتك وحلال أهل نجروبونيجي جوجا حثول زيداسا صوني دوتا أورا الله غفور رحيم حبيب أستاذ زمتيجي زادو بلا حلداسا أمة خسان فيكم خسفون اتصوي خالق خلبي جرى بدرهان تهبطون كخازي رمزني جي طورا أستغفر الله رحمن تنقمنا هتداسا من ربه جبشينا فعل قولو يغداسا دوداسا رق وفوثون كثر الغداسا بقر الحيط الغداسا بهرم كير الغداسا من رضيا بقول الدين بالله هرم برداسا راعي زحارم الدين عند مجي الداسا دوداسا رق وفوثون بشرم حوش وداسا دون كشتها بوليسا قبل القنجي يوداسا يا ربي برتنها بي حبيب صول خلق الروح وإن الله حزدافون صلاة صلاة مزدافون يا ربي رزقي ثنتين حبيب صول شفاعات هم جرمان جلي صلدا لن بثار
Баракаллаху фикум. Спасибо большое. Дай Аллах, такие мероприятия мы всегда могли провести. Дай Аллах, чтобы наш маджлис был баракатным. Тысячи маджлисов плохие, Аллах, чтобы с этим баракатом Аллах от нас убрал.